Доброе майское утро! Это передача «Утро Калмыкии» и я ее ведущая Алиса Андрианова. А знаете ли вы, что сегодня отличный день, чтобы начать или продолжить занятия спорта? Нет? Ну вот, теперь знаете. Итак, время зарядки. Намасте, друзья! Сегодня у нас, как всегда, по утрам разминочка. Сегодня помогают мне Лиана и Асель. Мы сегодня будем вам показывать приветствие Солнцу. Становимся на начало коврика. Распределяем вес равномерно по стопам. Живот втянули, плечи увели назад, лопатки соединили за спиной, макушкой тянемся вверх. Вдох, взгляд на большие пальцы. Выдох, голова к ногам. Вдох, прямая спина, взгляд перед собой. Ручки ставим вдоль стоп. Уводим максимально левую ногу. Ставим левую стопу 45 градусов. Спина прямая. На вдохе поднимаем. На выдохе опускаемся. Уводим теперь правую ногу назад. Собака мордой вниз. Идем вперед. Собака мордой вверх. Опять уходим. Собака мордой вниз. Теперь правая нога 45 градусов. Левую вперед. Спина прямая. Вверх. Опускаемся. Приставляем правую ногу. Вдох, прямая спина, взгляд перед собой. Выдох, голова к ногам. Вдох. Встаем, взгляд на большие пальцы. Выдох. Опять вдох. Взгляд на большие пальцы. Выдох. Голова к ногам. Вдох, прямая спина, взгляд перед собой. Выдох, планка. Здесь делаем вдох. На выдохе низкий упор или легли на живот. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, подшагиваем вперед. Пяточки на одном уровне. Задняя стопа 45 градусов. Вдох. Выдох. Левую ногу назад, собака мордой вниз. Вдох. Подшагиваем правой ногой. Спина прямая. Поднимаемся. Опускаем, ставим руки на коврик. Уводим ногу назад, собака мордой вниз. Через округлую спину в планку. Здесь делаем вдох. На выдохе низкий упор или легли на живот. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Здесь делаем вдох. На выдохе подшагиваем. Вдох. Прямая спина, взгляд перед собой. Выдох. Голова к ногам. Вдох. Взгляд на большие пальцы на столе. И выдох. Этот комплекс упражнений вы можете повторить 3, 5, 7 раз. Все зависит от вашей физической подготовки. А на этом наша разминка закончена. Всего доброго, хорошего дня. Намасте. Ух, отличная зарядка! Спасибо тренерам! После такого комплекса упражнений просто необходимо хорошенько подкрепиться, то есть вкусно позавтракать. Вдохновляйтесь рецептами от наших мастериц, друзья. Все внимание на экран. Всем привет! Меня зовут Алтын Гирел, и сегодня мы с вами приготовим рулетик из индейки с беконом, черносливом и сыром. Сыр мы берем адыгейский, можно сыр фета брать. Берем стейк индейки и отбиваем его.
Накроем пакетом, чтобы не забрызгать себя. Берем, отрезаем сыр, ломаем его. Чернослив нарежем тонкими ломтиками и скручиваем вот таким образом наш рулет. Возьмем бекон, пару полосок и заворачиваем рулет в бекон. Ну, вот так. Теперь закрепим это шпажкой, наш шов, чтобы он не разошелся. Добавим немного растительного масла. Обжарим наш рулет с двух сторон. Сначала с швом вниз кладем, чтобы шов немного закрепился, а потом с другой стороны до румяной корочки и отправим в духовку на 15 минут при 200 градусах. Ну, все зависит от вашей духовки, от ее характера. У меня духовка очень мощная, мне достаточно 150 градусов. Возможно, вам нужно будет добавить градусы. Ну, вообще, индейка – это такое нежное мясо. И мне кажется, что индейка и бекон – это такое сочетание брутальности и нежности. И чернослив нам даст такую сладость. Мы обжарили наш рулет и отправляем его в духовку. Пока наш рулет готовится в духовке, мы с вами сделаем к нему соус. Для соуса понадобятся сливки. Сливки я взяла 10%, но можете взять и 20%, в принципе. Так, и нам понадобится сыр. Сыр адыгейский. Добавила сливки. Сливки нагреются и добавим сыр. Наши сливки нагрелись. Добавим сыр. И все это непрерывно перемешиваем. Наш соус готов, и добавляем его к рулету. Приятного аппетита! Это утро мы встречаем в компании с участниками тура на трициклах и организатор тура Павел Шмелев. Доброе утро, Павел. Доброе утро. Павел, расскажите нашим телезрителям, с чего вообще все началось? Как родилась такая идея этого тура? Идея тура родилась с баранины. Я впервые попробовал калмыцкую баранину. И мне это очень понравилось, и захотелось попасть в этот замечательный, прекрасный край. Я начал читать про Калмыкию и понял о том, что сюда можно будет устроить путешествие на наших замечательных трициклах. Что, собственно говоря, я и сделал спустя год. И сейчас мы отправились, 13 мая мы отправились в путешествие с Геленджика,
и достигли своей цели, и листы Калмыкии. Край безумно интересный, здесь очень всего много интересного, и не надо думать о том, что степь — это что-то просто как пустыня. Нет, это неправда. Розовое озеро, ничем не хуже израильского Мертвого моря. Барханы, поющие барханы, мы действительно слышали, как они поют. Это очень интересно. Ну а также горячий источник, который при этом еще и делает пламя. Да. Это очень интересно и красиво. Я всем рекомендую посетить Калмыкию, даже просто попробовать вкусного мяса отведать. Очень вкусно калмыцкий, да, мне очень понравилось. Ну, я смотрю, Павел, у вас столько впечатлений от тура и от нахождения в Калмыкии. А скажите, Павел, сколько вас отправилось в этот тур? Сколько участников? Поехало 6 экипажей, было 10 человек. У нас люди поехали как раз многие именно первый раз сидели на трициклы, поехали со своими супругами, женами. Вот, так что у нас, можно сказать, семейное путешествие, семейные такие туры мы устраиваем. Все счастливы, все в большом прекрасном расположении духа и хотят повторить уже снова этот тур. Павел, скажите, а почему вы выбрали именно этот вид транспорта? Почему именно трициклы? Почему именно трициклы? Это безопасный вид транспорта. 3 колеса, спереди 2 и сзади 1 колесо. Дает устойчивость и безопасность на дорогах. Исходя из этих общих, собственно говоря, интересов, да, то есть чтобы у людей была безопасность, комфорт, передвижение на большие расстояния, мы выбрали этот вид транспорта. Здорово. Павел, скажите, а есть ли какие-то планы на будущие туры? Может быть, вы еще какие-то места планируете посетить? В обязательном порядке. Калмыкия у нас первый тур, в данном случае мы приехали, только, можно сказать, так опробовали. Вот. А так у нас есть замечательный тур в Русскую Арктику, это по Мурманской области. У нас туры есть на Алтай, тур по Ладожскому озеру. И в планах немножко, может быть, расширить тур «Маленькая Монголия». Мы его так называем, Калмыкию, Маленькую Монголию. Я думаю, что можно так назвать, ведь Калмыкия — это не только официальная религия буддизм, но здесь находится и самый большой храм Будды в Европе, который я рекомендую каждому посмотреть. Да, здорово, Павел. Очень рада. Павел, спасибо вам большое за то, что уделили нам время, за то, что встретились с нами. Приезжайте к нам еще, мы будем вам очень-очень рады. И у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям и пожелать им доброго утра. Доброе утро, уважаемые телезрители. Хотел бы отметить, что калмыки очень гостеприимный народ. Действительно, нас тепло встречали. И когда мы ехали по дорогам и, собственно говоря, в самой Листе, дружественно махали ручками, приветствовали. Это очень действительно радостно и доставляет удовольствие, и говорит о том, что мы действительно в России. Приезжайте сюда, вы получите такое удовольствие, от которого, наверное, будут все рады. Спасибо вам большое. Павел, вы так интересно рассказываете о трициклах, что мне самой захотелось попробовать и покататься на них. Так давайте попробуем это сейчас. Давайте, это было бы замечательно. Павел, я так понимаю, что это один из участников тура. Совершенно верно, Алиса. Ее зовут Наталья. Я думаю, она сама расскажет вам, как ей понравилось в этом путешествии. Здравствуйте, Наталья, очень приятно. Наталья, расскажите ваши впечатления о туре и вообще, я так слышала, что вы первый раз поехали в подобное путешествие. Да, я вообще в первый раз 4 дня назад села на трицикл и ни капельки не пожалела, потому что по сравнению с мотоциклом на такие дальние расстояния я бы не решилась. Конечно же, безопасность. 3 колеса – это не 2 колеса. Ни разу не пожалела, много эмоций. И себя чувствуешь уверенно на дороге. Особенное ощущение, когда люди к тебе с пониманием относятся, с интересом, они видят необычную технику и
уступают тебе дорогу, не осознавая даже того, что там девушка, мужчина, они просто видят прекрасную конструкцию, которая едет, Бэтмен-мобиль. Прекрасные дороги, путешествие составило, вот, как я сказала, уже 4 дня. В Калмыкию мы приехали, прекрасные степи, прекрасные оазисы песчаные, прекрасное розовое озеро, просто шикарная природа, необычно все, огромное большое небо, большие облака, дождь с радугой вчера был просто шикарен. Машина прекрасно держит дорогу, едешь, наблюдаешь за природой, перезагружаешься, какие-то плохие мысли остаются там позади, и ты наслаждаешься просто моментом. Вы так проникновенно рассказываете, Наталья. Я вижу, что вам очень понравилось, и мы очень рады вас встретить здесь, в Калмыкии. И приезжайте к нам еще. Спасибо огромное. Я обязательно расскажу всем своим друзьям, насколько уникальный край. Вы большие вообще молодцы, что сохраняете, возрождаете природу. Как нам рассказали, что здесь половина была пустыня какое-то время, и сейчас, наоборот, все засаждается, чтобы возродить, получается, и не потерять то, что есть. Спасибо вам большое, Наталья. Так, теперь покататься сама, наверное. Давай я тебе расскажу. Да. Она одна будет. Одна? Да, вот прямо. Да, кстати, это же доверие, вот это вот. Да, все. Так, рассказываю. Да. Все просто, как самокат. Есть газ, есть тормоз. Больше ничего. Вот здесь вот ничего, ты просто держишь. Это для того, чтобы поворачивать руль. Вот это подножка, просто чтобы нога стояла. Да. А все управление с правой стороны. Смотри, все управление с правой стороны. Для того, чтобы нам стартануть, во-первых, у тебя нога должна быть на тормозе. Ставь вот так, да, вот так вот. Нажми, вот. А теперь ручку чуть-чуть от себя, и отпускай ручку. Вот, держи тормоз. Смотри, газ чуть-чуть на себя. С тормоза убери ногу. Все. Стой. Автомат. Стоп. Да, прям, да. Вот, все, теперь можно ехать. Шлем, подожди. Так, шлем. Здесь тормоз. Да. Ну да, чтобы... Вот ты держишь на тормозе. Да. Не бойся, ты в него залезешь. Тормоз отпускаешь и чуть-чуть на себя руль. Чуть-чуть, да. Вот. Еще. Вот. И газ отпускай. А я сейчас разверну ее. Все, стой там. Страшно ни капельки. Это потому что я столько времени уже за рулем. Подожди, я тебе тормоз нажала там? Так, все, подожди, сейчас я ручник сну, все, можешь ехать. Да, можешь чуть-чуть, знаешь, как змейкой, вот так вот до конца. Попробуй. Все индивидуальное фото видим. Ой, как здорово это было. На самом деле все не так страшно. И я только разошлась, а мне уже пора с вами прощаться. Спасибо, что были с нами. Всем пока-пока.